Сигналы регулировщика. В арсенале регулировщика всего 3 сигнала. Свою работу регулировщик всегда начинает с самого простого сигнала «правая рука поднята над головой». Этим жестом регулировщик говорит «внимание». Теперь сигналы светофора и знаки приоритета не действуют. Все остановитесь и слушайте мои указания. По сути, данный жест – это аналог желтого сигнала светофора. Он запрещает движение всех транспортных средств и пешеходов. Однако, чтобы не прибегать к экстренному торможению, как и при желтом сигнале светофора, водителям и пешеходам, которые уже оказались на перекрестке, разрешается завершить маневр. Этот сигнал регулировщик использует каждый раз перед сменой положения. Для привлечения внимания регулировщик может дополнить свои жесты сигналом свистка. Второе положение. Руки вытянуты в стороны или опущены вниз, что означает один и тот же сигнал. Проезд под данный сигнал зависит от того, с какой стороны подъехал водитель к регулировщику. Запомните фразу «грудь и спина, для водителя стена». Красный автомобиль подъехал к регулировщику со стороны груди, поэтому въезд на перекресток ему запрещен. Аналогично и с синим автомобилем, который подъехал со стороны спины регулировщика. Учебному автомобилю и автобусу повезло больше. Они подъехали по бокам от регулировщика, поэтому могут продолжить движение прямо, вдоль условной стены из рук регулировщика. А могут повернуть направо. Но в этом случае нужно обязательно уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. Вместе со всеми по дорогам общего пользования перемещаются также водители и пассажиры автомобилей оперативных служб, выполняя различные служебные задания. Такие автомобили оснащены специальными световыми и звуковыми сигналами и применяют их при выполнении неотложного служебного задания. Несколько иначе будут развиваться события в случае с регулировщиком. Из приведенного выше пункта 3.1 правил следует, что в случае, если на перекрестке есть регулировщик, тогда и любой спецавтомобиль, какой бы у него ни был проблесковый маячок, обязан подчиняться сигналам регулировщика. По правилам, регулировщик — главное лицо на дороге для любого водителя. Водитель скорой помощи обязан остановиться, а водитель синего автомобиля может первым проехать перекресток. Такой сигнал регулировщика запрещает движение скорой помощи, а водителю синего автомобиля разрешено движение прямо или направо. Но такого не может быть, потому что как только регулировщик услышит приближающуюся сирену, он немедленно остановит все движение на перекрестке. Для этого ему достаточно поднять правую руку вверх, после чего скорая помощь, спешащая к больному, или пожарная охрана, спешащая на пожар, или автомобиль ДПС вместе с сопровождаемой организованной транспортной колонной беспрепятственно проедут перекресток в нужном им направлении. Третье положение, самое сложное. Правая рука вытянута вперед. Со стороны спины движение автомобиля запрещено. Аналогичный запрет действует для водителей, подъехавших со стороны правого бока регулировщика. Водитель автобуса видит перед собой вытянутую руку регулировщика, которая вызывает ассоциации со шлагбаумом. Ему проезд запрещен. Теперь о тех, кому ехать можно. Красный автомобиль подъехал со стороны груди регулировщика. Ему разрешено поворачивать только направо. А вот учебному автомобилю, подъехавшему к регулировщику со стороны левого бока, можно двигаться в любом направлении. Направо, прямо или налево. И даже на разворот. Стоит запомнить, что регулировщик лишь устанавливает очередность проезда, не вмешиваясь в понятие рядности. Данный сигнал регулировщика разрешает водителям, подъехавшим к нему со стороны боков, движение прямо и направо. Однако красный автомобиль движется по левой полосе, с которой направо ехать недопустимо, если знаками и разметкой не предусмотрено иное. Поэтому красный автомобиль проезжает в прямом направлении. А учебному автомобилю, занявшему крайне правое положение, разрешен проезд как прямо, так и направо.
Водителям следует обращать внимание не только на рядность, но и на знаки 5.15.1 и 5.15.2, регулирующие движение по полосам. Регулировщик разрешает учебному автомобилю движение в любом направлении. Однако знак 5.15.2 указывает, что из левого ряда можно двигаться только налево и развернуться. Кроме основных сигналов, регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук или взмахами жезла. Главное, чтобы они были понятны водителям и пешеходам. Например, регулировщик призывает водителей ускориться при проезде перекрестка. Бишкек шаары Проспект Манаса Бакамбаева көчөсү мисалы бул түз колдорун түшүрүп турганда север юг движение болуп атат. Аркы ылдый бул көсөйдө водительдердин ошибкалары мына ушундай турганда солго бурула турган машиналар жолго чыгып алышат. Стоп линияларын ашпашыңар керек. Стоп линияны аштыңар, бул нарушение болуп эсептелинет. Ар жагы бирок налево запрещен, ошон үчүн чыкпай атат. Монтип чыкпагыла. Анткени деген бул гарантия бербейт да. Солго азыр поворот берет экен. Может башка поворот кылат. Ошон үчүн мындай чыкпаш керек. То есть бул светофорду көрсөтүп койгон, бул кандай светофор. Инспектор деген азыр инспектор регулировщик чыккандан кийин светофорго башы бет инспекторго башы да. Ошол инспектор ошо светофордун ролун ойнойт. Инспектор мынтип оң кол таштагандан кийин пешеходдор буяктан өтпөш керек. Бул пешеходко запрещено. Машиналарга тоскоолдук кылбаш керек. То есть азыр башка жагынан тартайын. Пешеходдордун буяктан өткөнгө болбойт. Пешеходдордун артынан өтсө болот. Момдай стоп линиядан өзүнүн сигналы болгондон кийин гана өтүш керек. Мына оң колду левый поворот кылып атат. Бул жерден азыр айтып кеткендей пешеходдорго буяк запрещено, буяктан өткөн. Пешеходдор артынан, аркы жагынан мындан өтсө болот. Левый поворот кылып аткандан кийин буяка машина өткөн, машинага тоскоолдук кылбаш керек. Буяка пешеходго запрещено. А теперь несколько слов о трамваях. Ведь если трамвай находится в равных условиях с безрельсовым транспортным средством, то трамваю нужно уступить. А как это сделать, если не знать, когда регулировщик разрешает трамваю продолжать движение? Существует несложное правило, на которое ориентируются водители трамваев при проезде такого перекрестка. Трамвай движется из рукава в рукав регулировщика. Звучит довольно странно, но на деле легко. Учебный автомобиль и трамвай подъехали к перекрестку со стороны правого бока регулировщика. Руки у него опущены. Для автомобилей этот сигнал разрешает движение прямо и направо, а вот трамвай должен въехать в один рукав регулировщика и выехать из другого. Для этого мы мысленно поднимем ему обе руки на уровне плеч. И тогда становится ясно, что трамваю разрешено движение только прямо. Другая ситуация. Учебный автомобиль и трамвай подъехали к регулировщику со стороны левого бока. Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Для учебного автомобиля это зеленый сигнал, разрешающий движение во всех направлениях. Для того, чтобы понять, куда может проехать трамвай, мы должны мысленно поднять регулировщику левую руку на уровень плеча. Теперь представим, что трамвай въезжает к инспектору в левый рукав и выезжает из правого. Поэтому в данном случае трамваю разрешено движение только налево. Но туда не идут рельсы. Трамвай остается ждать разрешающий сигнал, а учебный автомобиль поворачивает направо.
Регулировщик может не только регулировать движение, но и при необходимости остановить транспортное средство. Для этого инспектору ГИБДД достаточно указать на него жезлом или рукой. Водитель должен остановиться в указанном ему месте, даже если там находится запрещающий знак или разметка.